Дядя Халшан Хамсан Мягкой, в эфире передачи «Мягковаз. Глаз народа». С вами Танзила Заурова. У нас сегодня тема, посвященная Дню учителя. Сегодня, как известно, День учителя. С чем я поздравляю всех педагогов, учителей, преподавателей нашей республики, не только республики, всей страны в целом. Когда я недавно задала в соцсетях вопрос, в общем, с намерением пригласить какого-нибудь педагога, попросила людей отзывы о разных педагогах, учителях. Очень много отзывов пришло на различных хороших вроде педагогов, и все-таки было отрадно, что у нас столько хороших отзывов и столько заслуженных педагогов, учителей в республике, но очень много отзывов пришло именно на Чепанова Сергея Магомедовича, в связи с чем я его и пригласила. Дядя Халшан Сергей Магомедович. Сегодня он у нас в гостях. Баркал Сергей Магомедович, что вы приняли наше предложение, посетили нас сегодня, и мы с вами будем говорить именно о вашей жизнедеятельности, о вашем творческом опыте, опыте педагога, учителя, работника Министерства образования, руководителя различных образовательных учреждений. Напомним вам, что Сергей Магомедович Чепанов, ветеран труда, общий стаж его работы составляет 50 лет. Он был директором средней школы номер 14 города Грозного, был директором школы в Верхних Котелках, директор школы-лицей в городе Назрань, директор первой частной образовательной школы «Интеллект». Сергей Магомедович, расскажите вообще о себе с самого начала, где вы родились, с чего начинался ваш жизненный путь и когда вы для себя решили стать педагогом, занять эту нишу? Я хочу, во-первых, сперва поздравить всех своих коллег с Днем Учителя, пожелать им здоровья, счастья и больших успехов. Надо сказать, что большой успех прошел в среднюю школу номер 3 города Карбулак, где на топ-500 они заняли свое место. Это первая и единственная школа, которая получила в Ингушетии, вообще член Ингушетии, это признание. Я родился в городе Алма-Ата. Вот. Отец мой участник войны. При взятии Кенигсберга был ранен. Мать также участник войны. Она вытащила отца с поля боя, которые суток они выходили из окружения. И после ранения они остановились в Алмате. Надо сказать, что свои года дошкольные я провел в этом городе. И был прекрасный период моей жизни до школьного учебного заведения. После приезда в Ачулки я пошел в 1 класс и проучился до 5 класса. Далее отец нас перевел в город Грозный, где я продолжил учебу 38-й школы города Грозного, где ее окончил. И после окончания этой школы я поступил в физико-математический факультет на отдел физики. Надо сказать, что эта школа дала мне многое, чтобы я полюбил эту физику. И я часто занимался техническим творчеством. То есть мы создавали усилители, радиоприемники и были радиолюбители в свое время. Вот это и позволило мне возможность поступления на отделение физики. В 1973 году, после окончания этого университета Челябинского, меня направили в селение Верхние Ачулки, где я проработал там около 11 лет, то есть даже 13 лет.
Сперва я был учителем физики в средней школе номер 17. Далее меня потом поставили директором 8-летней школы. В то время были не 9-летки, а 8-летки, где я проработал. И после этого был переведен в среднюю школу номер 17 этой школы. Ну, 17-я школа в тот период занимала имела очень нехорошую репутацию. То есть довольно слабая в образовательном процессе, да? И образовательный процесс слабо стоял, и дети плохо учились, то есть не хотели идти в школу. Часто пропускали, и вот мне приходилось там наводить своеобразный порядок. Дело в том, что до этого взорвалась котельная, и нужно приводить было эту котельную и батареи школьные в полный порядок. И это началось буквально за 3 дня до начала учебного года. Школа не была отремонтирована, и никто не хотел этим заниматься. Но после этого я дал своим учителям 3 дня, и вместе с ними начал работать. То есть и женщины, и мужчины. Мужчинам было легче. Они уже знали, как пилить и что делать, и гвозди прибивать. А женщина по новой научил я и пилению, как говорится, по дереву, и другие работы. И вот так мы все вместе отремонтировали. Все вместе за 3 дня школу привели в порядок. И что интересно было, ни одной целой двери не было. Я дал задание завучу: найди мне помещение, где бы мог, как директор, обустроиться. Мне дали кабинет один, он раньше носил название методический кабинет, там ничего не было. Там была деревянная дверь, которую невозможно было поломать в тот период. И я там обосновался, и оттуда уже начал руководить школой. Но начало было, конечно, очень тяжелое. Бесконечные драки, 2 убийства Да вы что? за 1 год. 9-классника зарезал, и 9-классника застрелил. Вот такое плачевное состояние было. И мне пришлось начинать с того, что ребятам надо было учиться культуре драки. То есть они обычно дрались там, где люди, на перемене, где девочки и так далее. Я сказал: хорошо, давайте будем драться, и я буду вашей дракой руководить. И мы спортзал открывали, я им дал перчатки. Хотите перчатками деритесь, хотите без перчаток. Я через час зайду, посмотрю, как вы будете выглядеть. Короче говоря, это подействовало. Многие дети начали драться уже не в здании школы, а уходили далеко. И главное, они говорили: пускай Сергей Моисеевич не знает, что мы подрались, потому что у нас по новой заставят драться. Короче говоря, хождение родителей, просьба родителей прекратилась, и дети пошли в себя. Курение было сильно развито. Курили на переменах, в туалетах, везде. Мне приходилось заставлять их бросать все это. Ну, я не буду говорить, как я это заставлял, но они бросили. И я всегда проверял туалеты, когда приходил в школу, там есть ли окурки или нету. Но постепенно окурки уменьшилось, и я понял, что курение уже постепенно прекращается. И в итоге прекратилось, действительно. Теперь стал вопрос, чтобы дети поощряли школу. Мне приходилось выезжать на автобусе, останавливать автобус Северной Осетии, который возили детей за помидоры. Конечно, помидоры нужно, но
Я понял, иначе другого пути нету. Я перегораживал дорогу, останавливал все стенки автобуса в тот период, а их было очень много, и высаживал всех детей. Конечно, родители были недовольны. Это 2 ведра помидоров после дня работы. Так мы наладили и посещение школы. Далее начали наводить порядок с учителями. Надо сказать, что в тот период, когда прибыл в школу, было очень много учителей, приезжих. Я задался вопросом, чтобы наши кадры местные были, местные учителя. И я лично сам возил учителей будущих, то есть выпускников, Мухарию Маровичу, договорился с ним, говорю, Мухарий Марович, я приехал, положение такое, у нас нет учителей, поэтому наши дети должны учиться в вашем университете. Он уже был ректором после министерского поста. И он сказал, ну, Сергей Иванович, я сделал все возможное и невозможное, чтобы ваши дети учились. Короче говоря, мы начали посылать туда детей, дети сдавали экзамены, готовились к экзаменам, и через некоторое время все 3 ачалутские школы были заполнены нашими учителями. То есть проблемы с приезжими учителями у нас не было. Вот таким образом мы наводили порядок в этой школе. Далее школа начала жить, оживать, и мы начали создавать, подобно музею, на этажах, особенно первый этаж был посвящен нашей горной местности. То есть стояли башни, сделанные руками детей, нарисована вся стена была в горах, текла как будто вода, из башен доносился звук ручья и далекая ингушская мелодия. Дети поняли, что в школе надо относиться бережно. И сами смотрели за школой, наблюдали за школой и, соответственно, украшали ее. Далее я, как физик, вместе с ними создавали электрифицированные стенды. Все стенды у нас были электрическими. То есть они мигали, показывали, что такое основное явление. Создавали мы также различные макеты для школы, звездное небо и так далее. Создали первый кабинет физики с показанием звездного неба. И дети впервые увидели, что такое опыты, как их делать, что делать, как делать. То есть были заинтересованы, мы учились паять, лудить, то есть все, что нужно для дома наших детей. Это постепенно давало хороший результат, и учителя начали тоже создавать кабинеты на базе своих помещений, и, создали кабинет химии, кабинет физики, это уже мой кабинет был, и другие кабинеты. То есть было определенное вдохновение у учителей. Далее к нам начали постепенно приезжать многие делегации с разных школ республики. Полностью приехали все директора школ города, сейчас город Сунжа, и района весь был у меня там. Дальше из других школ начали приезжать, смотреть.
И один директор Скоробалака, русский мужик был, очень умный, и говорит: Сергей Магомедович, а камни дети не разбрасывают у вас здесь? Там была панорама, где камни лежали, все это. Ну, я говорю, не разбрасывал. Помахал головой, удивительно. Ну, самое главное, у детей появился вкус. Приезжали к нам делегация с Танзании, негры, наблюдали за нашими школами. Приезжала делегация с Северной Осетии, пригородный район. Вот, смотрели нашу школу. А наша школа располагается в такой зоне, где на самой окраине города Малгобек. Ну, они потом говорят: ну, если у вас такая школа крайняя, в таком состоянии, конечно, это здорово. Короче, мы своим трудом детей, учителей, показывали деятельность нашей школы. Непосредственно, чем мы занимаемся, как идут уроки. Помимо всего этого, из-за того, что в начальный период у нас дисциплина очень была нехорошая, мне пришлось провести во все кабинеты, сам лично проводил, радиоприемники. Я слышала об этом как раз вчера, это меня очень удивило на тот момент. Вы где-то видели, был какой-то опыт где-то, Сергей Магомедович, или это вы придумали? Я его придумал, опыта у меня тогда не было, но я знал, можно сделать. И для того, чтобы следить за дисциплиной, я говорил: ребята, я вас слушаю. Тишина. И в онлайне слушали детей, да? И так далее. Но я больше времени не слушал, но я открывал кабинет, но из кабинета звук доходил и до них. Поэтому они друг друга успокаивали, и, как говорится, дисциплинарная проблема у меня этим способом завершилась. То есть, если ученик хулиганит, кричит, я говорю: Кузиков, зайди ко мне в кабинет, я хочу с тобой поговорить. Почему сразу Кузиков? А дело в том, что я знал по голосу детей все буквально, до одного. Или Дубеков, или Чапанов. И они заходили, ну, соответственно, была мораль долгая. С родителями беседовали, с этими детьми беседовали. То есть вот таким способом мы постепенно добились дисциплины на уроке. А дело в том, что каждый кабинет отдельно включался, можно было все кабинеты включить, или отдельный кабинет включить и слушать. Конечно, учителям было вначале не совсем комфортно, но привыкли и поняли, что это идет во благо детей, и они довольно-таки добросовестно относились к этому онлайну. Сергей Магомедович, вы извините, пожалуйста, но мы иногда время от времени мы прерываемся на рекламу. Оставайтесь с нами и слушайте продолжение беседы. Комфортабельные номера, уникальные процедуры, диетическое питание. Раз, два, три. Итак, в эфире передача «Мягкоаз. Глаз народа». Сегодня у нас в гостях бывший министр образования, директор нескольких образовательных учреждений Сергей Магомедович Чапанов, ветеран труда, человек, который проработал в образовательной сфере 50 лет. Звоните нам и задавайте свои вопросы на WhatsApp номер 964-055-2080. Сергей Магомедович, мы с вами остановились на тех методах и способах, которые вы использовали для того, чтобы подтянуть образовательные, воспитательные и другие процессы в вашей школе. Вы улучшили кадровую политику школы, за которую взялись в Очелуках, как вы сказали, и которая была в довольно таком относительном упадке. Сергей Магомедович, вот вы рассказали о способах, но наверняка у вас эти идеи зарождались не просто так. То есть, каким образом они пришли вам в голову, каким образом у вас выработалась вот эта вся система, по которой вы вот поэтапно привели эту школу в порядок? Расскажите, пожалуйста. Дело в том, что когда
я работал, вернее, уже учился в городе Грозном, в 38-й школе, я был любитель различных технических средств. Так можно сказать, был радиохулиганом. Мы заразились все, весь класс этим видом спорта. Но главное, я знал, как это все делать. Я собирал приемники, усилители, и использовали мы это для того, чтобы переговариваться. Конечно, это мне дало возможность и поступить на физмат, хотя у меня желание было поступить на физику и электронику в Северную Осетию. Ну, отец не дал мне добро, говорит, будешь дома, и тогда я согласился на физико-математический факультет. Далее, надо сказать, мы это все использовали, внедряли, и, соответственно, у нас брали люди пример. Школа была чистая, хотя в Ачугской зоне воды не было. Вода была привозная. И все время приходилось эту воду привозить и драить полы. Ну, технички мои умницы были. Они все это делали от души, и чистота была удивительно хорошая. Тем самым были все заинтересованы посмотреть эту школу. Значит, много директоров приезжали с разных школ, разных районов, вот, и смотрели, как школа работает. Далее подводили места соревнования. И эта наша школа с последнего места, она все время звучала, был бюллетень специально выпускался Министерством образования Советского Союза, сборник приказов и инструкций. Тогда закона образования не было. Все делалось по сборнику приказов. И там эта школа проходилась как одна из худших. Все время, когда говорили о хорошей школе, и примечание. Однако такая-то школа, то-то, то-то, то-то не заработали. Самое главное, мы от этого избавились. Нас больше не склоняли в инструкциях. Потом начали только говорить о хорошем этой школе. Школа участвовала в соревнованиях, разумеется, и занимала всегда первые места. И это радовало и детей, и учителей. Ну, разумеется, тоже радовался, когда такой был хороший результат. К нам начали приезжать уже непосредственно работники горкома партии, горисполкома, и смотрели все наши новшества. И ставили всех директоров в пример эту школу. Мол, почему 17-ю школу можно так сделать, а вы сидите, ни о чем не думаете. Вот так мы постепенно приводили эту школу в полный порядок. До тех пор, я там проработал 13 лет в Ачугской зоне, так можно сказать, пока меня не вызвали в город Грозный. Тогда Зина Ахметовна уже перевелась в обком партии и мне говорила: твои родители работают и непосредственно в городе Грозном, поэтому должен приехать домой. Но я сперва не хотел, откровенно говоря, уезжать с этой школы. Было так оборудовано, так сделано, что я с кровью на душе уехал оттуда. Меня вызвали обком партии, и Громов тогда был работник обкома партии, который курировал образование всей республики. Я ему говорю: вы не давайте мне хорошую школу. Хотя они им сказали: езжай и найди себе школу, подбери, какую хочешь.
Я выбрал самую плохую школу, которая там была. Это средняя школа номер 14. Я тогда позвал замдиректора этой школы Владимира Алексеевича Веригина, и он мне сказал, школа занимает предпоследнее место. Я говорю, а зачем вам предпоследнее место? Сергей говорит, вы не знаете, последнее место – это заключительное место в колонии во время демонстрации. Я говорю, через несколько лет вы уйдете с этого места, я вам обещаю. Конечно, начал коренным образом все менять. И компьютер закупили мы. Мы впервые тогда создали группу продленного дня. Дети у нас ночевали, там питались бесплатно за счет госбюджета. Короче говоря, началось все налаживаться. Там тоже меня заметили, и тем более ингуш, а там всего было 2 ингуша в тот период в городе Грозном. Как и так он может, а мы не можем. И, значит, долго не признавали. Но когда начали уже ходить по школе, смотреть, я проводил непосредственно открытые уроки для директоров школ. Они смотрели, потом начали приезжать из Волговецкого района тоже к нам директора школ. Для них тоже я создавал открытые уроки, они смотрели, говорили, смотрели и удивлялись. Они-то знали, что я из их района, и вот за короткое время эта школа изменилась. Короче говоря, вот в городе Гром что хорошо было, школы проверялись. И не просто так проверялись, а очень досконально. И один раз к нам приехала московская комиссия, и районо нас вызывает и, соответственно, говорит, едет комиссия с Москвы, будьте осторожны, начеку будьте. Я говорю, а чего там осторожно будет? Мы будем показывать, как работаем мы ежедневно. И к нам приехал человек 5. Зашел министр, замминистра Калашникова, министр Мафтаев тогда работал, а я сижу и улыбаюсь. Я говорю, что так я сделал, чтобы ваше внимание так сильно? Ничего, Сергей, мы просто решили проверять. Я говорю, проверять нужно, говорю, в коридоре, смотреть, как ведут себя дети и так далее. И, значит, сам руководитель этой комиссии со мной говорит, давай выйдем мы. Это была школа, подобная как третья школа наша на 940 мест, и 18-я, как Волговецкая, 20-я, то есть, как Волговецкая. И когда мы вышли, непосредственно, бежит цыганенок, черный весь. Позовите его. Ну, я позвал его, говорю, Немцов, иди сюда. Портфель, покажите его. Давай, то, что есть у тебя там, вытаскивай. Он вытаскивает. Все книги были обвернуты, тетради были обвернуты. Тогда не было ведь непосредственно, как сейчас, значит, специальные обложки для тетради и так далее. Ну, были газеты. Газетами Вот. выворачивали. Они использовали. Так, он подумал, ну, молодец. Походим. Опять бежит туда, опоздавший на урок, значит, девочка, цыганка. А он всегда брал именно вот таких черных, которые там обучались. А там обучались у нас разные, и цыгане, и русские, и поморцы, и ингуши. В общем, много разных. Она тоже показывает тетради, все буквально
Все чисто, хорошо. Потом он говорит, теперь я понял, почему вот так себя вели. Потому что вы знаете, что у вас полный порядок. Я говорю, пойдемте по школе, там посмотрим, что они творят. Дело в том, что в этой школе тоже 14-й, тоже было много курильщиков. Я, конечно, брал стакан и определял, кто курил, кто не курил. После этого мы сделали все возможное, чтобы не курили у нас. Родители вызывали, детей отправляли, полностью туалеты стали чистыми. Я тогда понял, что дети прекратили курить, потому что я доводил детей до того, что оставлял на повторный год, не просто так оставлял, а за знание. Хотя можно их было перевести, я говорю, нет, пускай еще год получится, ума наберет, тогда только и будем говорить о том, как это все изменится. Короче, навели порядок. Столы были, которые дети занимаются, зеркальными, ресторанные. Я достал эти столы, достал компьютеры, были только у нас компьютеры. В то время компьютеры? В то время, это 87-й год был. Потрясающе. Вот. И дети уже работали на компьютерах и учились. Было интересно, учили. А учителей было у нас достаточно. Почему? В основном были русские учителя, кроме преподавателя родного языка, чеченского и ингушского имеется в виду. И когда мне был учитель нужен был, и я приглашал, я обычно звонил в ближайшие школы и говорил директору, вот мы приехали к вам сюда, в их район, мне нужно хорошего учителя, для того, чтобы мои дети могли у него заниматься. Но они называли несоответственно. Я после этого эти учителей приглашал к себе, с ними беседовали, и, значит, они соглашались, когда видели, сама школа уже изменилась, и порядок в школе изменился. Конечно, школа была притягательная в этом плане. У нас был свой швейный цех, где готовили простыня, готовили фартуки. То есть вот это самые вещи, которые используются в домашних условиях. То есть все было на поток производился. Сергей Магомедович, вы извините, вот ваши педагоги, кого вы можете вспомнить с добрым словом, человек, который повлиял на ваш выбор? Все-таки расскажите о ком-нибудь из ваших педагогов. Могу рассказать последние педагоги, которые работали сейчас в лицее Назрановском. Это Зурабова Яхова Геевна, далее учитель русского языка Лидия Петровна, которую я привез из города Грозного в тот период. Она работает. Далее работает Фатима Улгучева, русский язык. И еще ряд учителей, которые можно назвать одними из лучших. Они мне помогали. Они давали результаты очень хорошие. Дети занимали призовые места на олимпиадах. Выезжали в Краснодар и так далее, и привозили места. Как получилось так, что вы стали у истоков создания школы-лицей? Кто вас пригласил? Чья это была идея создать эту школу? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Значит, я, историю создания. когда работал в нашем Ингушетии, нас вызвала на работу Лейла Артаганова. Наверное, вы знаете, в качестве министра. Вот. Она потом приехала и сказала: Сергей Магомедович, вы приехали бы
ко мне, со мной работать. Я сказал, я готов приехать, потому что меня в городе Грозном Дудаев освободил. Нас было 15 директоров за антиконституционное выступление. Реклама. Сейчас мы с вами прервемся на рекламу, продолжим после рекламы. Оставайтесь с нами. Делать по ходу. Так, поехали. Раз, два, три. В эфире передача «Мягкий АОС», «Глаз народа». Я ее ведущая Танзила Заурова. Сегодня мы с вами говорим о учителях. У нас в гостях преподаватель с 50-летним стажем Сергей Магомедович Чепанов, ветеран труда, бывший министр образования, руководитель множества образовательных учреждений и автор разных инновационных методик, как мы слышали с вами ранее. Сергей Магомедович, вот тут спрашивают о создании лицея. Вы начали рассказ о том, как все это происходило, каким образом вы приехали из Грозного, и вас поставили сразу руководить лицеем, так? Мне сразу поставили первым заместителем министра образования и науки. Лена Артагановна попросила меня перевестись. Я сказал, давайте еще меня пару человек возьмем, еще 2 зама, чтобы мы могли создать свою команду и работать. Ну, в тот период, конечно, у нас не было помещения. Если для 3 министров, замминистров и министра, было всего 3 стула. Одному приходилось стоять и говорить, другие 2 сидели. Потом мы места уступали и таким образом непосредственно работали. Каких сейчас есть условия министров? Кресла роскошные, сидят только так. И никого не запускают. Ну, тогда условия были довольно тяжелые Тяжелые у нас в были республике, условия. да. Ну, И, оказывается, при таких условиях люди работают лучше, стараются улучшить работу и как бы показать себя. И, значит, я проработал там в качестве первого зама до 96-го года. И в 96 году были, значит, назначили непосредственно, значит, конкурс директора школы на лицей. Но так как большее время работал директором школы и знаю все эти моменты, тем более мы тогда в городе Грозный с Гельманом составили непосредственно книжку, которые позволяли определять, как надо работать лицеем, как надо работать гимназием и другим инновационным школам. Поэтому я знал эту работу. Я тогда был министром уже Мургуз, Магомед Салманович, я ему говорю, Магомед Салманович, я хочу быть директором этой школы. Он говорит, ну давай тогда, если что хочешь. Вот. Я пошел, и, конечно, первая задача была это набрать учителей. Да, вот как раз есть вопрос от Анзора Аушева. Он спрашивает, по каким критериям принимались педагоги именно в это образовательное учреждение? Дело в том, что мы создали конкурс. Был у нас конкурс при отборе и учеников. Потому что школа была республиканского значения. Желающих было очень много. Можно сказать, целый двор занимали родители, море родителей. И каждый хотел пролезть ко мне туда. Но, конечно, охрана не пускала туда никого. Вот. Учителя, значит, я сразу начал искать учителей в Грозном. Они меня знали. Соответственно, со мной приезжали. Я
соответственно, для них создавал условия жизни. То есть непосредственно жилье. А жилье я договариваюсь с родителем. То есть я беру вашего ученика, только мне дайте жилье для этого учителя. Мгм. В общем, если 2 года вы даете жилье, я ученика оставляю у себя. Короче говоря, вот так, с жильем мы определились. Я То есть учителя... такой своего рода договор, он негласный Да, такой? да. Договор был. И письменный договор был у нас. Письменный. Конечно. Тем более в Ингушетии я знал, так просто нельзя. Были, конечно, многие проверки, а я всегда показывал договора, и вот, пожалуйста, и все. И я всех учителей, которые набирал из Назрани и оттуда, провел конкурс по отбору. Создал комиссию, учитель заходил, и мы задавали соответствующие вопросы. Если учитель непосредственно соответствует норме, я его приглашал, чтобы он остался и работал в нашем лицее. Вот так сейчас многие учителя работают в лицее и дают замечательные уроки, и дают знания нашим детям. То есть конкурсный отбор. Далее нужно было что-то придумать с детьми, потому что желающих было много. Много плакали, умоляли. Ну, чтобы не было, я, как говорится, Отправил своих да, установленных. я делал что? Провели мы конкурс Это для учеников? для учеников. Мгм. Значит, я договорился с Майкопом. Там были, значит, непосредственно психологи в центре. Я их приводил и говорю, вот вам столько-то мест, я вас попрошу, с помощью компьютеров отберите лучших учеников. Я буду с ними работать. Они набирали, конечно, они проверяли умно, короче говоря, и я только уже приходил на готовое. Мгм. Когда я сам занимался этим делом, то учителя, мудрые многие, они своих родственников толкали. А я, конечно, запрещал все это делать, но приходилось все равно находить эти прорехи. Вот за счет того, что я приглашал психологов из этих центров, я набирал хороших детей, и работать было очень легко нам с ними. Лицей рассчитан на 640 мест. Мгм. Я набрал, в связи с тем, что у нас по 3 было класса, именно профиля, в лицее, соответственно, увеличились места посадочные, и я набрал всего 718 детей. Больше не набирал. И старался эту норму держать. Хотя меня просили, умоляли и так далее. Почему? Да потому что там контроль был сильный. Я знал, что тогда был президентом Аушев Руслан Султанович, он всегда брал с фамилия, имя, отчество всех детей чиновников. Я отдавал. Ну, у нас было где-то процентов 8-10 детей чиновников. В тот период он сильно менял правительство. И тогда, значит, непосредственно лично надо выбирать было. Я старался лучше не набирать, чем потом отвечать за этих детей. Мгм. Вот так у нас утихомирилось, хорошо получилось этими набором детей. Ни одного лишнего ребенка я не брал. Вот 718 есть и все. Если же в классе на 1 или 2 ученика больше, то я оплачивал учителю за этих детей. То есть
из-за классного Дополнительно. руководства повышенное, из-за проверки повышенное, то есть соответствие этим двум ученикам, примерно, я говорю. То есть учителя не говорили, у нас больше детей, а у нас 25 детей, у нас 27 детей. Они получали, они были рады даже. Соответственно. Мгм. Да. Вот так мы отбирали учителей для работы в этой школе. Ну, хорошо то, что положение о лицеях и гимназиях я создавал именно с Гельманом, тот период в городе Грозном. Сергей Магомедович, вот тут был вопрос по поводу педагогической деятельности. Вы больше педагог или руководитель все же? Вот ваше ощущение. Вы знаете, я люблю преподавать учителем. Но меня все время толкали на должность руководителя. Даже когда я был первым замом министра, я ходил все равно на уроки уже наших местных учителей школ. И уже они побаивались, и как-то у них интерес появился дать хороший урок. Они всегда готовились и ждали, вот-вот я приду и так далее. Поэтому, к кому я ходил, я отбирал оттуда учителей, приглашал работать в лицей. То есть у меня были свои взгляды на каждого учителя. Это позволяло мне, соответственно, работать в лицее с этими учителями. Сергей Магомедович, 50 лет все-таки это полвека работы. Полвека это немалый срок, это практически 2 поколения людей. Вот скажите, как изменились ученики за вот этот период, если взять, допустим, начало вашей работы и вот уже последние ваши ученики, именно тем, кого вы преподавали именно? Знаете, дело в том, что там, где учитель на месте, всегда бывает плохо. Для меня они были всегда теми самыми учениками, которые я еще с 1973 года видел и говорил с ними. Понятливые учителя, где ученики, они всегда воспринимали учителя всегда как так нужно. То есть не хамили, не кричали, не орали, а всегда говорили так: спасибо за урок. Я всегда учеников всегда к этому приучал. Поэтому ученики не сильно изменились. Единственное, что у них отрицательно, многие пользуются телефонами. Это их, как говорится, развлечение. Может, это и к лучшему, потому что они заняты чем-то. Но тем не менее, у хорошего учителя всегда дети были на месте, в хороших отношениях, хорошо работали. К статусу хороший учитель, Сергей Магомедович, надо стремиться или все-таки учитель он от Бога? Конечно, учитель, он от Бога. А в некоторых случаях статус необходимо и вырабатывать, то есть его учить, ходить на уроки. Мне было очень интересно бывать на уроках учителя, как он преподает, что дает, делать замечания, соответственно, и так далее. Ведь в прошлом году, в том учебном году, я когда работал, инспектором образования, мы начали проводить при школах, отчеты директоров школ. То есть учителя отчитывались о своей работе, директора тоже отчитывались, как он работает, что он делает. И, понимаете,
все они были заинтересованы показать хорошие уроки. И я увидел многих учителей, которые действительно работают. Можно поставить их в пример. И сейчас я знаю этих учителей, я с ними беседую, я с ними говорю, я ими радуюсь и хвалю, соответственно, директору за такого учителя. То есть директор, он просит их, требует от них хороших уроков. Это позволяет поднять их статус, интерес к уроку и так далее. Вот таким способом мы начинаем работать. А далее, значит, меня переводит город Грозный опять. Я становлюсь директором. Эта школа занимает первое место в Чхенгушетии. И мне еще дают одну школу. То есть там ты работаешь, там объективно относилось руководство республики. То есть говорит, вот ты будешь директором той-то школы, новой школы. Вот тогда начали строить школу-гигант на 1628 мест. Первая школа на Северном Кавказе. Сказали, будешь работать в этой школе. Пока работаешь в той школе, где ты работаешь, параллельно и снабжай эту школу всем оборудованием. Я, разумеется, занялся этой школой, оборудованием, завез все необходимые вещи. И чтобы эту школу обойти, просто открыть дверь и закрыть, мне нужно было где-то 1,5 часа только на один обход совершать. Но она мне нравилась, откровенно говоря. Там были и бомбоубежища, там был и купальный Бассейн. бассейн. Вот. И сейчас эта школа носит название первого президента Чечни Кадырова. Я написал письмо, говорю, вот так была начата школа в микрорайоне Подробной. Прошу вас завершить эту школу и назвать, когда уже Рамзан Кадыров был, и назвать в честь вашего отца. Буквально через 1,5 года они эту школу запустили. Вот то, что я написал, они, откладывая ни на одну секунду, начали делать и сделали. И сейчас эта школа является базовой школой, когда проводят семинары Министерства образования Российской Федерации, собирают всех руководителей школ именно в ней. Школа великолепная, прекрасная, ухоженная, но сделана неплохо. Сергей Магомедович, вот еще один вопрос у меня по поводу воспитательного процесса. Педагог, учитель, помимо своих, допустим, профессиональных навыков, помимо правильной методики преподавания, личностные его качества, какие должны быть в первую очередь у хорошего педагога, у учителя от Бога? Он должен быть, как вы сказали, личностью. То есть не заниматься крахоборством. То есть он дает дополнительный урок, требует оплату за этот урок. Быть честным, добросовестным, понятливым, с родителями обходиться приветливо и всегда ценить родителей и детей. Не надо ругать ребят за то, что он плохо учится. Потому что это все меняется со временем. После этого может ребенок и учиться. Вот я помню, к примеру, вот я приведу диалог 14 школы. Была девочка, ну как вам сказать, убегала из дому, дралась со всеми, в том числе и с мальчиками. И Ширяев Виталик, ученик начальной школы, тоже убегал с уроков, залазил
различные склады. Ну, с ними пришлось поработать хорошо. Они пришли в себя, успокоились и начали заниматься. То есть всегда надо находить язык, приводить пример и показывать, как будет лучше. Только это дает возможность получить хорошего воспитанника. А воспитанник должен быть и сам руководитель школы. Они должны видеть, что он старается именно для детей и так далее. Вот когда я возил своих детей, ну, разные мероприятия, в том числе и в Анапу возил. Да, об этом вчера Вот. говорилось. Я вас Вот. прерву. Вы рассказывали о том, что вы за хорошие оценки, успеваемость повезли детей в Анапу, разместили в очень хороших условиях и за свой счет даже водили их по разным в дельфинарии, развлекательным мероприятиям. Совершенно Это правильно. рассказывал, да, ваш бывший ученик Анзор Аушев. Поэтому он всего проучился у нас в 6-7 классе 2 года. Но он эти 2 года запомнил на всю жизнь. Да, И получается. он оказался в том числе с детьми, которые повезли в Анапу. То есть вот такие Вот какое примеры. впечатление человек сохранил о вас за эти 2 года? Потрясающе. И то же самое я могу сказать о других своих собеседниках вчера, которые о вас отзывались очень хорошо, даже несмотря на то, что только год проучились в ваших школах, там ввиду разных обстоятельств и так далее. Сергей Магомедович, вот спрашивают, как человеку понять, призвание ли его быть учителем или нет? Порой так хочется пойти и учить. Периодически пытаюсь заниматься педагогической деятельностью, но в основном для взрослых. А вот с детьми-то это очень сложно. Надо просто знать психологию ребенка. Вот это позволит работать с этим учеником. Надо с ними мирно разговаривать, быть понятливым. И это все отдается и детям. Они начинают тебе прислушиваться, выполнять твои указания, следить за школой. Все это благотворно влияет на то, чтобы быть учителем. Я тоже не хотел учителем работать. Мне понравилась физика и электроника. То есть мне интересовалась именно техника. Ну, отец дал указания, пойдешь здесь. И я тогда решил пойти на физмат, на отделение физики. Поэтому вот так складывается все это. И когда ты ученика вот учишь, допустим, где-то видно, чтобы в школе обучали пайки. Садятся вокруг дети и начинают паять. Выдумывают. Вот это получают они навыки. Они готовы и дальше работать. И дальше тебя не понимают. К тому же у мальчишек, я заметила, вот подросткового периода всегда бывают потребности в таких вещах. Чинить, там что-то мастерить и паять в том числе. У меня просто много двоюродных братьев, которые вот этим занимались в этом возрасте подростковом. Сергей Магомедович спрашивает Тамила Индива, насколько сегодня бюрократия мешает преподавательской деятельности? Какие реформы, на ваш взгляд, необходимы в образовании? Во-первых, сейчас очень много ненужных бумажек. Без конца требуют подготовить такой-то вопрос, подготовить то-то, подготовить то-то. То есть учитель занимается не обучением детей, а подготовкой различных бумажек для того, чтобы отчитываться. Вот. Это отрицательно влияет На образовательный на процесс. образовательный процесс. И учителя сейчас уже плачут, и говорят, уже мы до того устали, нам не дают работать, нас отвлекают и так далее. Особенно пошло это сильное отвлечение детей с появлением ЕГЭ. Вот как раз спрашивают ваше мнение и отношение к ЕГЭ. Ну, во-первых, ЕГЭ я не приветствую. Там говорят положительно что. То есть нужно
сидя в своем селе, не уезжать в Москву, и можно поступить. На самом деле так это и нет. Ведь мы видим, какие школы строят в Москве, какие они оснащенные, какие они хорошие, какие там учебно-наглядные пособия, учебники и так далее. Технические возможности. Возможности разные. А у нас в отдаленной школе в Волгоградском районе или в других районах, или старые школы на нынешнем районе, на Заране, этого нету. Да, этого не Этого познать. нету. Соответственно, подготовка детей меняется. То есть на разных школах разное. Мы говорим о едином пространстве. Какое оно будет единое пространство, когда нету у нас Единых общих условий. требований? То есть мы не можем дать то, что дают в Москве. А при ЕГЭ требования, то, что ученик знает в ЕГЭ в Москве, и то, что знает наш ребенок, то есть это попросту, можно сказать, наших детей отвлекают от вузов Москвы, Московской области. Многие дети не поступают, не едут туда. А ведь раньше как было? Вот было 28 билетов по физике, по химии и так далее, почти 8 предметов. И все эти билеты нужно было знать. Их надо было знать от и до. Отвечаешь, получай 3, 4 или 5 и так далее. А сейчас это игра. Там, где есть возможность, чиновник помогает своему отпуску. Вот. В итоге одни поступают, другие не поступают, хотя, может быть, у нас знания и лучше, и больше. Поэтому я отвергаю вот это ЕГЭ как чуждо нашему народу. Потому что ЕГЭ не развивает ученика, он только натаскивает ученика. Это разные вещи. Это раньше, когда мы проходили, допустим, литературу вы тоже проходили, я не знаю, какой год вы закончили школу, но мы изучали сами подлинники. То есть, допустим, том 1, 2 «Война и мир». Да. Да. И, значит, они сейчас как хрестоматию начинают учить, и оттуда все вызубривают и говорят. И искали, соответственно, образ такого-то героя, открывали саму эту книгу и зачитывали. То есть ученики занимались непосредственно чтением книг. Сейчас дети книги не читают, буквально. Я не вижу, чтобы они читали. Поэтому это большой урон. И впервые, надо сказать, что на ЕГЭ у нас образовалось во Франции, когда освободились колонии, и люди все махом побежали во Францию. В то время у них не было образования многих людей, но как она демократическая, и решили вести хоть наугад отвечать как-то этого человека, посадить за парту, и чтобы он дальше учился. Но потом они поняли, что гибнет человек умственно, и чиновники быстро спихнули на Англию. Англичане быстро спихнули на Америку. А Америка, когда еще Касьянов работал, и министр, я не помню фамилия, они еще в 1999 году начали вводить элементы ЕГЭ. И с тех пор вот это безобразие пошло у нас. То давали возможность списывать, то потом ужесточали все это. Но в итоге ЕГЭ превратили в белиберду всякую. Сергей Магомедович, как сегодня, на ваш взгляд, можно разрулить эту ситуацию с ЕГЭ? Что нужно предпринять для того, чтобы все-таки вернуть процесс все-таки в творческое русло,
и избавиться вот от этого. Просто, мне кажется, это тоже действительно тестирование какое-то сухое и несодержательное. Совершенно правильно. Пока наши чиновники не поймут, что ЕГЭ – это вред, что это халтура, у нас ничего не изменится. Будет вот такая катавасия. Будут они зубрить, списывать, наугад ответы получать и так далее. Вот когда это все берется, и мы начнем, как раньше, учиться, вот тогда это все нормализуется. Вот раньше я вот физику. Мы изучали разные системы. Система СГСИ. Сейчас никто не знает, что такое система СГСИ. Система Си и все. А раньше знали. И неплохо знали. И работали. И много умных учеников уходило из школ и, соответственно, занимались. И хорошо занимались в вузах. Сейчас этого нету. То есть все зубрят, и зубрежка идет сейчас не на пользу, только на гибель наших детей. То есть сейчас, если раньше уезжали в Америку, наши ученики там считались как ученые, как профессора по сравнению с американскими учениками. Теперь уже они уравнялись. У наших детей таких знаний нету, потому что развитие приостановилось по всем направлениям. Если мы не начнем, просто не вернемся назад к образовательному процессу тех годов, ничего не изменится. Будем говорить, будем проводить примеры. И министр всегда будет говорить, вот вы знаете, дети отдаленных школ, они сюда не могут приезжаться и поступить. Они могут приехать, потому что денег нет. И нервы теряют и дети, и ученики. То есть на свои знания не надейся. Всегда надо что-то зубрить